Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать каждого телезрителя, кто в эту минуту присоединился к нашему эфиру. Потому что наступило по-особенному прекрасное время. Время второго республиканского вокального телевизионного интерактивного конкурса «Вот это да!». На прошлой неделе в конкурсе «Вот это да!» приняли участие 11 вокалистов Мирнинского района. По мнению жюри, победителем конкурса стала Марина Ханина. Имя второго победителя по выбору телезрителей вы узнаете завтра. Инициатором и главным организатором этого проекта является телеканал «Якутия-24». Генеральный спонсор проекта. Полиметалл – один из лидеров по добыче драгоценных металлов в России. От геологоразведки до эксплуатации производств. В Якутии компания реализует два крупных проекта – на Нежданинском золоторудном месторождении и серебряно-полиметаллическом месторождении в Верхоянье. Самая главная ценность для компании – это люди. Согласно условиям конкурса, в нашем мероприятии будет два победителя. Одного победителя определят уважаемые члены жюри, ну а второго – наши телезрители. Для того, чтобы отдать голос за понравившегося вам участника, необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Код» и номером участника. СМС-голосование началось уже в эту минуту, поэтому смотрите внимательно и голосуйте. Ну а я с огромным удовольствием, уважением и почтением представляю вам членов нашего жюри. Заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, заведующий музыкальной частью театра юного зрителя, преподаватель по вокалу Жанна Анатольевна Костина. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель школы искусств, руководитель хора и вокального ансамбля Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранак Алданского района Юлия Александровна Торопова. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, преподаватель Якутского колледжа культуры и искусств Стас Петрович Олисов, председатель нашего жюри. Сегодня в нашем проекте свое вокальное мастерство продемонстрируют участники проекта «Вот это да!» города Томмота. Мы все уже убедились, как прекрасно поют на северо-западе нашей республики, ну а сегодня мы услышим прекрасные дивные голоса юга нашей Родины. Нашу программу открывает участник Роман Сливкин с композицией «Озеро Надежды». Роман одинаково делает все прекрасно и освещает новости в качестве журналиста, и изучает родную родину в качестве путешественника. Ну а самое главное, он является руководителем народного хора русской песни «Томмотские узоры». Всем добрый вечер, меня зовут Роман Сливкин, я родился и вырос в городе Томмот, женат, имею двоих детей, Василиса маленькая и Виктория, привет тебе в город Якутск. Учился я в школе номер 6, где помимо общеобразовательной программы проходил факультативы охотоведения и кулинарии. С музыкой более тесно был связан через Томмотскую школу искусств, где обучался по классу аккордеон. С вокалом более обширно, более профессионально познакомился благодаря моему преподавателю по электронно-вычислительной технике Наталье Поповой. И благодаря ей же прошел на конкурс «Алданская весна» 97 год, как давно это было, и победил в номинации «Дебют». Дальше я учился в Жатайском профессиональном колледже на факультете судовождения и участвовал в самодеятельности в вокально-инструментальном ансамбле под руководством Маликова Андрея Сергеевича и в театральной студии под руководством Нестерова Виктора Михайловича. Каждый год мы участвовали в республиканских конкурсах, где в жюри были такие мастодонты, как Наталья Трапезникова, Валерий Касаткин и другие, и, поверьте, занимали лидирующие позиции, как сольно, так и командой. Когда окончил училище, продолжил участвовать в самодеятельности в Доме культуры «Маяк» под руководством Коновалова Григория Юрьевича.
где также участвовали в разных конкурсах и имели разные успехи. С музыкой связана большая часть жизни, и данный конкурс, представленный телеканалом «Якутия-24», это возможность реализоваться. Ведь сейчас я работаю в Томодском центре культуры, являюсь руководителем народного хора русской песни «Томодские узоры». Также являюсь руководителем студии эстрадного вокала при Томодском центре культуры и являюсь руководителем радио «Магистраль». Я желаю всем участникам, а нас сегодня 9 человек, чтобы каждый сумел реализовать свои возможности. Дорогие земляки, дорогая Якутия, дорогая Родина, голосуйте за меня. Все, кто меня узнал, все, кто меня помнит, я передаю привет всем тем, с кем учился, работал, и, конечно же, телеканалу НВК «Саха» и «Якутия-24». Мне влюбиться слишком рано, а быть может слишком поздно. Никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Море счастья обмелело, и река любви замерзла, но осталось озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, а ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови и скажи, куда мне деться. Моей любви. Треснет зеркало в прихожей, на гитаре лопнут струны, я одену белые одежды, за собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. За собой захлопну двери, и однажды в полнолуние я приду на озеро надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, а ты меня прояви. Озеро надежды, имя назови и скажи, куда мне деться. Моей любви ты прости меня, мой ангел, что держал меня напрасно. Не могу я быть таким, как прежде. Скину белые одежды и войду в святую воду, в озеро несбывшейся надежды. Озеро надежды, все как есть, прими. Пусть никто не понял, а ты меня пойми. Озеро надежды, имя назови и скажи, куда мне деться. Моей любви.
Роман Сливкин. Пока я вас слушала за сценой, у меня мурашки так и бегали. Почему именно эта композиция? Ну, как бы время переменчиво, и мы все находим какие-то новые эмоции, новые чувства, встречаем новых людей. Но всегда хочется верить в то, что наша любовь одна на всю жизнь, и чтобы наше озеро надежды все же давало нам сил, вдохновения и новых каких-то порывов. Пусть будет так. И давайте мы сейчас услышим мнение нашего уважаемого жюри. По очереди, прошу. Стас Петрович, давайте начнем с вас. Роман, очень эмоциональное исполнение песни. Но есть такое замечание будет такое, что, ну, скажем так, чересчур сейчас было. Ну, чуточку было многовато, скажу так. А так, такой хороший фрай, который был, страбас, который у вас хрипотца вот такой, да, звучало потом в конце, из-за того, что слишком много эмоций было, вот этот момент как-то тяжеловато было слышно. И, соответственно, какие-то моменты, какие-то ноты не доставали из-за этого. Видимо, скажем так, устали или не знаю почему. Сказалось волнение. Все же волнение есть. Да, вот я вижу, что вы опытный человек, много выступаете, вот это видно, но каждый человек все равно волнуется. Да? Обязательно. Эмоции обязательно должны быть. Мы же все живые люди. Да, конечно. Ну, спасибо за выступление эмоциональное. Здорово. Вот это да, Роман. Женская песня в исполнении мужчины. Почему именно женская песня? Да еще и классика эстрады, да еще и Пугачева. Не боялись? Нет, я не сколько как Пугачева расцениваю эту песню, сколько как Игоря Николаева. И последнее переложение, последнее представление этой песни было в исполнении Григория Лепса. Ну и как бы вы абсолютно точно выразили и мое ощущение, что действительно песня уже в разряде классики находится. Классика, да, конечно. Когда вас объявили, Роман, я сразу подумала, вот это да, это моя любимая песня. Мне она очень нравится. Спасибо, мне очень понравилось, очень эмоциональное выступление. Спасибо. Спасибо вам, жаль, что что-то не получилось. Зато передали эмоции. Мы желаем вам успехов. Ну а я хочу напомнить для наших телезрителей, кто хочет поддержать нашего Романа Сливкина, вам необходимо отправить номер, который вы видите сейчас на своих экранах, в СМС-сообщении на короткий номер 5533 со словом «Код». Голосуйте. Ну, что я хочу сказать, то, что готовиться, какие-то предположения строить, это одно, выйти на сцену и уже быть конкурсантом, это совершенно другое. Присутствует волнение, конечно, мы все бравируем, что мы не первый раз на сцене, но, тем не менее, как бы опираясь на опыт предыдущих мероприятий и как бы на общее состояние дел, конечно, хотелось, чтобы было лучше. Жаль, что были недочеты. Наша следующая конкурсантка Татьяна Душенкова. Она порядка 40 лет посвятила педагогической деятельности, работает музыкальным руководителем в детском садике. Помимо того, что наша участница умеет не только петь, она пишет стихи и даже музыку для музыкальных постановок с детками. Наша конкурсантка выступит с волшебной композицией «Рождественская колыбельная». Пред вами я, Татьяна Душенкова. Давайте будем вместе, мы сейчас знакомы. Руководитель музыкальный в детсаду, уж 40 лет почти профессии служу. Учу детей и петь, и танцевать, на инструментах музыку играть, спектакли ставить, на сцене выступать и разные таланты в детях развивать. Сама я в конкурсах участвовать пыталась и даже победы добивалась. Когда еще в училище училась, лауреатом песни даже становилась. Теперь я также с радостью пою, ведь потому что очень петь люблю. В свободное же время я рисую, пишу стихи, их Богу адресую. И о природе нравится писать. У нас ведь здесь такая благодать. Могу я оформление создать, украсить зал, сценарий написать.
А иногда и песни пишу, и даже музыку к ним создаю. Работа сложная и трудная подчас, но песня выручает каждый раз. Когда устану, микрофон беру, и с радостью я песню запою. Тогда уйдет усталость и тоска, и радостью наполнится душа. Немного о семье сказать желаю. Есть муж, и 2 сыночков обожаю. Муж Александр, Станислав старшой. Еще есть Алексей, мальчишечка меньшой. Стас любит рэп читать и сочинять. Пытается и песни он писать. А Алексей в компьютерах знаток. Научится и учится на программиста мой сынок. Муж и электрик, и сантехник, спец во всем. Такой дружной семьей мы живем. На этой сцене всем мои друзья желаю я успехов и добра. Пусть загорится новая звезда на нашем конкурсе. Вот это да! Спустилась над землею, спит покрытый пеленою. Город далекий, он во тьме глубокой и не знает, что Бог рожден, и не знает, что Бог рожден. Младенца спеленала, ясли для овец поклала. Спи, дитя любимое, баюшки баю, песню для тебя я спою. Песню для тебя я спою. В сердце радость сохраняя, о тревогах забывая, сладкого сна желаю я тебе, как любая мать на земле, как любая мать на земле. Время скоро-скоро движется, песня снова-снова слышится. Верю, долетит она и до небес. О, услышь меня, Бог Отец! О, услышь меня, Бог Отец! Колыбель моя закончится, дальше наша жизнь продолжится. Рано или поздно догорит свеча. Это жизнь твоя и моя.
звезды в небе зажигаются, то погаснут, то появятся, но одна останется яркая звезда. Счастье для тебя и меня. Счастье для тебя и меня. Татьяна Душенкова. Вот это поистине да. Да, уважаемые члены жюри. Я хотела вас спросить, как долго вообще вы разучивали вот эту песню? Вокал напоминает, знаете, вот из советских детских сказок. Я окунулась с детства, пока стояла на сцене. Ну, песню я долго, как говорится, разучивала недолго, потому что она лежит к сердцу. И вообще я служу в церкви музыкальным руководителем помимо детского сада. И она мне как-то вот легла на мой голос, на мое сердце. И вот мне очень захотелось ее спеть. Я никакую другую песню не видела на конкурсе, кроме этой. В садике часто ее исполняете? В садике ни разу не пела, но для детей пишу песни. Спасибо вам огромное за ваше творчество. Ну а теперь давайте мы узнаем мнение нашего уважаемого жюри. Жанна Анатольевна, вам слово. Вот это да, Татьяна, очень проникновенно, нежно. Немножечко, ну, на мой взгляд, не конкурсная, конечно, песня, но очень нежная, очень красивая. И если она вам нравится, то почему бы и нет? Поэтому, ну, мне понравилось. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы передать слово Стасу Петровичу. Такая красивая, душевная песня. Вот когда я слушал, действительно я вспомнил свою маму. Я 3 года не видел. Надеюсь, в этом году увидимся. Она просто далеко живет. Спасибо за такие эмоции. Спасибо вам огромное, что вы занимаетесь с детьми, поете такие песни, отдаете творчеству себя. Это очень прекрасно. Я вас поздравляю. Такое проникновение, исполнение песни сейчас было. Огромное спасибо вам. Продолжайте, творите. Во благо детей, во благо нас. Спасибо большое. Спасибо вам. Во благо будущего поколения. Юлия Александровна, ваше мнение? У вас такой нежный, ласковый голос, поэтому эта песня была действительно подобрана под ваш вот голос, под ваш образ. Но я соглашусь с Жанной Анатольевной, что, наверное, песня все-таки немножечко не конкурсная, но подобрали вы ее и исполнили чудесно. Спасибо вам огромное. Благодарю. Я напомню, что наши телезрители, кто почувствовал этот прекрасный свет композиции «Колыбельной», могут проголосовать за нашу Татьяну Душенкову. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Код» и номером участника, который вы видите на своих экранах. Очень волнительно выступать на таком конкурсе. Немножко голос дрожал, волнение присутствовало, но конкурс великолепный, организация очень хорошая. И, конечно, дай бог, чтобы я и в следующем году могла поучаствовать, если такой конкурс будет. Спасибо за всем организаторам, кто это организовал, предоставил помещение. Спасибо за все. Наша следующая конкурсантка родилась в городе Томот. Здесь же она окончила школу, ну а после отправилась в Новосибирск, чтобы получить образование стилиста и вернуться на родную землю. Буквально несколько месяцев назад она стала мамой. По собственному признанию нашей конкурсантки, больше всего она любит дальние поездки на авто, путешествия, ну а главная ее страсть – это вокал. Давайте вместе услышим. Встречайте, Светлана Терехова. Привет, я Терехова Светлана, участник спецпроекта «Вот это да». По профессии я стилист-парикмахер. В 2018 году приехала в город Томот из Новосибирска, где училась. Там открыла свою студию красоты, работаю. В 2021 году вышла замуж, и 2 месяца назад мы с мужем стали впервые мамой и папой.
Люблю очень активный образ жизни, катаюсь на сноуборде, на коньках, очень люблю летние прогулки на лодке и обожаю играть на гитаре для своих любимых друзей. Со школьных времен активно участвовала в жизни школы и принимала участие во всех концертах. Пою, наверное, с садика, еще когда была совсем маленькая. Песня — это то, что присутствует всегда в моей жизни, я без нее никуда. 1,5 года назад мне посчастливилось попасть в прекрасный коллектив к людям, которые близки мне по духу. Хотелось бы им сказать огромное спасибо за такую прекрасную дружбу и, конечно же, всем удачи и победы! Моя бабушка читает мысли. Моя бабушка знает все наперед. Моя бабушка все понимает в жизни. Но моя бабушка не поет. Но моя бабушка не поет. Моя бабушка зла никогда не помнит, но она может понять, пожалеть, простить. Моя бабушка каждому поможет и не будет на сердце зла носить. И не будет на сердце зла носить. Моя бабушка умеет слушать. Моей бабушке уже немало лет. Моя бабушка очень любит суши, но моей бабушке нравится хлеб. Хотя больше бабушка любит хлеб. Этот год знаменуется годом семьи. Семья — это наше вдохновение, наша любовь. А бабушки — это наши ангелы-хранители. Когда я была маленькая, я обувала бабушкины туфли, вставала на стул и думала, что я самая красивая, как моя бабушка. А внучка бабушки вообще ничего не смыслит, но она думает, что знает все наперед. И вообще ничего не понимает в жизни, но для бабушки она хорошо поет. Но для бабушки она хорошо поет. Моя бабушка читает мысли. Моя бабушка знает все наперед. Моя бабушка, да, все понимает в жизни. Но моя бабушка не поет. Но моя бабушка не поет. Но моя бабушка не поет. Светлана Терехова. Светлана, какие у вас эмоции и впечатления? Довольны ли выступлением? Волновались ли?
очень волновалась. Люблю эту песню. Она у меня ассоциируется, конечно, с моей бабушкой, и от нее тепло на душе. Пусть будет так у всех. Я думаю, что песня и у членов жюри нашего вызвала исключительно теплые эмоции. Давайте мы услышим сначала мнение нашего единственного мужчины Стаса Петровича. Очень-очень красивая песня. Я бы еще слушал. Мне кажется, любимая внучка сейчас выступала. Бабушке привет. Обязательно передам. Вообще музыкальная красивая девушка сейчас перед нами выступила. Красивую песню спела. Но единственное замечание будет то, что чуть-чуть посыла не хватает песни. Посыла нету себе чуть-чуть вот так, как я сейчас говорю. А чуть-чуть посыл бы был, вообще было бы здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за мнение. Юлия Александровна, что скажете вы? Светочка, песня чудесная. Исполняли вы ее очень хорошо. Но мне немножечко действительно не хватило ваших эмоций. Вот, может быть, даже в другой песне ваши вокальные возможности раскрылись в большей степени. Как-то вот подумайте над этим. А так все молодец, умничка, все хорошо. Света, вы где-нибудь занимались до того, как вышли на сцену? Ну, Вокалом? профессионально нет. Вообще никогда не пели? Первый раз? Нет. До этого, я занимаюсь в нашей студии в Томоте. Но не профессионально, это самодеятельность. Понятно. Ну да, нежная, красивая песня, нежная, красивая девушка. Но не конкурсная вещь. Я люблю, чтобы было такой вот драйв, был, чтобы диапазончик такой был хороший. Но исполнили красиво. Да, посыла действительно, согласна, посыла не хватает, конечно. Спасибо за мнение, Жанна Анатольевна. Ну а я хочу напомнить нашим телезрителям, что все буквально могут поддержать. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «код» и номером участника, который вы видите на своих экранах. Я напомню, что для вас сейчас выступала Светлана Терехова. Я довольна оценками жюри. Я думаю, они сказали все, как есть. Что не хватило им немножечко подачи. Будем работать над этим. Виолетта Сыроветник является уроженкой города Томот. В настоящее время она работает редактором на радио «Магистраль», ну а кроме того является организатором клуба «Мафия». В свободное время она играет на гитаре, поет песни. Ну и давайте вместе мы услышим ее прекрасный вокал. Всем привет! Меня зовут Виолетта Сыроветник, я из города Томот, и я участвую в конкурсе «Вот это да» от телеканала «Якутия-24». Я очень рада, что я сюда попала, и хотелось бы выразить большие слова благодарности нашему коллективу томотскому «Вдохновление». Они очень меня подбадривали, и они меня сподвигли прийти на этот конкурс. Я хочу выразить большую благодарность своей маме за то, что она меня поддерживала, она помогала мне готовиться к этому конкурсу. Я окончила Томотскую детскую школу искусств по классу скрипка. В данный момент я работаю на томотской радиостанции «Магистраль» и являюсь сотрудником томотского филиала телеканала «Якутия-24». Je te cherche dans la foule et tous ces blancs qui me saoulent. C'est quoi je perds de tout espoir. Alors je me remets au hasard. J'aurais dû te faire l'amour la première de l'an toujours, mais je te remets toute la nuit. Je danse comme un zombie
Comme si je marchais dans la sable, d'instinct dans l'air agréable. Cette vie, je ton visage, et ce n'était qu'un mirage. J'étais mal, tourner les pages. J'ai l'air de tout faire l'amour en première heure du jour. Mais je trompe toute la nuit, je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose, to lose. Nothing to lose. Et si la vie, c'est mon histoire, de toute façon, il est trop tard. Fashion home, c'est toi, Bernard. Elle a une bourse au monde comme toi. Ça sent la loose, la loose, la loose. Ça sent la loose, la loose, la loose. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose, to lose. Nothing to lose. Виолетта Сыроветник. Виолетта, поздравляю с прекрасным выступлением. Скажите, пожалуйста, почему французский? Ваш любимый язык, которым владеете? У меня на самом деле с рождения дефект речи. Я не выговариваю немножечко букву «Р», и именно поэтому я предпочитаю почему-то именно французские песни. Они мне нравятся именно по произношению. Если Бог дал лимон, то надо сделать лимонад. Давайте услышим мнение нашего уважаемого жюри. Жанна Анатольевна, по вашей улыбке мы понимаем, Виолетта, замечательная такая лучистая девочка, такая маленькая. Спасибо большое. А скажите мне, пожалуйста, о чем песня? Она о человеке, который отчаялся в поисках любви. То есть он искал любовь, но под конец к нему пришло просто отчаяние, потому что он долгое время не мог этого сделать. Спасибо. А скажите, вы часто на сцену выходите? Да, на самом деле. Почему так боитесь? Я не знаю. Вот с этим надо бороться, потому что это очень мешает, да. Вот хочется, видно, что вы хотите раскрыться, и вот все равно вот зажимаетесь в своем страхе. Поэтому Что-то держит. желаю, да, смелости. А так вот спасибо. Вот это да. Вам спасибо большое. уверена, после конкурса наша Виолетта обязательно еще раскроется. Стас Петрович, ваш микрофон уже в руках. Ну, то же самое. Есть такое, что вроде девочка поющая, вроде есть и харизма, вроде есть и пластика, но вот именно как будто ощущение, как будто чуть-чуть неуютно себя чувствуешь. Вот. Вот молодая, красивая. А если вы хотите дальше, скажем так, связать свою судьбу вокалом, то совет такой будет: занимайтесь больше. Хорошо, чтобы даже вот на французском языке такие песни, чтобы хорошо, вообще хорошо звучало. Поэтому, ну вот, желаю удачи, чтобы вы не бросали это дело. Пойте. Спасибо. Спасибо большое. Я обязательно буду заниматься еще. Я буду ждать, если что. Якутск вас ждет. Юлия Александровна, ваше мнение? Виолетточка, молодец.
такие блестящие глаза, прямо. Я даже не зная перевода этой песни, поняла, что там страдание, потому что взгляд был страдающий такой. Молодец, хорошо спела. Действительно, не хватает просто мощи в голосе, но я думаю, что это со временем. Ты еще такая юная, у тебя еще все впереди. Молодец, умница. Вот это да. За нашу лучезарную Виолетту могут проголосовать все телезрители телеканала «Якутия-24». Для этого вам необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Ход» и номером участника, который увидите на своих экранах. Я полностью, на самом деле, согласна с мнением жюри. Я приму к сведению все, что они сказали, то, что нужно больше работать, больше раскрываться. Ну, путь к большой сцене очень тяжелый, и это нужно принять. И главное работать и работать над собой. Почему выбрали именно эту песню? Эта песня частично описывает меня, мою даже, скажем так, историю жизни. Некоторые моменты с текстом этой песни схожи, и я очень люблю, на самом деле, французский язык. Мне он кажется очень красивым. Я сама довольна выступлением, но все-таки, правда, хотелось бы немного поувереннее, хотелось бы раскрыться, но эмоции все-таки взяли верх. Будем работать дальше над собой. Наш следующий конкурсант Игорь Тупицын. Он знает, что такое качество звука, потому что работает звукорежиссером и радиоведущим. Всем привет, я Игорь Тупицын. Родился я в городе Якутске, проживаю последнее время в Житае. И вот эти 2 года переехал в Томот. Мы открыли здесь замечательную радиостанцию «Радио Магистраль». Это продолжение первой радиостанции в нашей республике, которая была давным-давно основана самим Папаниным. Теперь мы единственная радиостанция Томота. Имею счастье работать там звукорежиссером. Сам я родился в Якутске, учился в 14-й школе. Привет, Якутск, привет, Житай. Томот, конечно же, привет и вам всем. Я думаю, именно вы за меня проголосуете, потому что я вас обожаю и люблю как родных. За 2 года уже стали мне очень близкими. Вот. О себе немножко расскажу. Люблю свою супругу Евгению Викторовну. Воспитываю, пытаюсь воспитывать уже. Они меня, наверное, воспитывают. 2 сыновей. Старший Дмитрий, вот я у него с автом подъедаюсь, иной раз он хорошо разбирается в компьютерах, потому что в детстве вместо машинок у него любимые игрушки были папины системники. Я думаю, это тоже неплохо. И Глеб это мой младший, моя гордость, он по моим стопам почти пошел, хотя я уже подглядываю у него септ-аккорды и раскладку разных интересных музыкальных произведений, потому что он уже на гитаре лучше меня играет. Глеб, тоже привет. Я думаю, вы за меня проголосуете. И Лев Валерьянович, я думаю, на меня не рассердится, когда я скажу, что падать так с большой лошади. Именно поэтому я выбрал эту песню. Спасибо. Вот это да! Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловьиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Земля становится родней, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи, и почти не ведая о том, ты
напел заветное мне что-то. Эту песнь да записать пером, что от журавлиного полета из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. С этой песней так тревожно мне, с этой песней так возможно счастье. Много было песен на земле, только соловьиной не кончаться. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Впереди у жизни только даль, полная надежд людских дорога. Игорь Тупицын. Игорь, я поздравляю вас с прекрасным выступлением. Скажите, пожалуйста, я думаю, что вы наверняка частый гость в караоке. Ну, если честно, да. Любимое занятие. И, очевидно, это песня, с которой вы начинаете распевку. Достаточно часто. Давайте мы послушаем. Эмилия, можете задавать такой вопрос. Как вы репетируете свою песню? Вот он же звукорежиссер. Как? Он, когда никого нету, включает, наверное, музыку и в пустом зале на сцене репетирует. Ну, иногда просто пользуюсь наушниками, но минусовки включаю, да, пою под минус. Ежедневно? Периодически, эпизодично. Последние вот несколько дней дорепетировал. Готовились к конкурсу. Я вот старался. это. Строго не судите. Сольфеджио на самом деле у меня, ну, не очень, нужно признать. Что скажете? Типичный звукорежиссер. Как, что с сольфеджио? Что у нас? Спасибо за выступление. Вот это да, я бы хотел сказать. Почему? Потому что поющий звукорежиссер, это, скажем так, их очень мало. Просто я по себе знаю. Вот. И, ну, скажем, песня, были бы тут рядом люди, по крайней мере, хлопали бы. Вот, да, подпевали бы, хлопали бы, например. Да, я вот лично хотел сидеть и вот так хлопать. За кулисами пританцовывали. Спасибо большое. Да. Ну да, вот. Я знаю, что съемочная группа стояли, хлопали, танцевали. Спасибо большое. Продолжайте петь и работать, создавать красивые звуки. Жанна Анатольевна, хочется ваше мнение услышать. Я хочу сказать, вот это да, какой голос, какой тембр. Прям бальзам такой. Надо же. Люблю вот такие тембры красивые. Я хочу сказать, что если вы чуть-чуть поработаете с голосом, то потом будет вот это да, какой исполнитель. А еще будете не в караоке, а на сцену выходить к зрителю. То я думаю, что вы будете просто вот любимцем публики. Есть шансы. Конечно. Спасибо Конечно. большое. С вашим голосом, я думаю, женщины будут млеть. Спасибо. Юлия Александровна, что скажете вы? Ой, Игорь, ну что можно сказать? Красивый мужчина, чудесный голос. Вот это да. Успеха вам, удачи во всем. Тот случай, когда картинка и звук совпали. Я напомню, что за нашего конкурсанта могут проголосовать все наши телезрители. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 короткое слово «ход».
сердечком и номером, который вы видите на своих экранах. Ой, слава богу, отстрелялся, волновался, честное слово. Вот первый раз по эту сторону баррикады, привык обычно находиться по ту сторону баррикады. Ну, спасибо большое жюри, они очень по-доброму, тепло отнеслись. Очень приятно, много эмоций. Немножко адреналин, правда, волновался как школьник. Всем спасибо большое, вот это да. Мне кажется, очень правильно, что подобные конкурсы у нас в республике проводятся, потому что земля якутская очень богата талантами, но не все раскрываются. Кто-то поет, ну, даже пусть дома в душе, ну, в караоке, вот как сегодня уже говорили. И если будет таких конкурсов больше, то это поможет людям выйти на свет, тем талантливым, молодым людям. Да и не обязательно молодым, просто поющим, людям с творческим подходом к жизни. Это же здорово, это то светлое, что есть внутри нас. Кто-то, может быть, правда, как сегодня сказала Юлия, найдет своего педагога, раскроется. И, может быть, мы увидим новых артистов, хороших, интересных. Это же здорово. Наша следующая конкурсантка Елена Рожина. Свой трудовой стаж она начала в 16 лет. Сегодня она прекрасно и поет, и преподает швейное дело. Давайте вместе услышим и поддержим ее творчество. Всем привет! Меня зовут Рожина Елена, мне 50 лет. Я родилась, выросла, проживаю в городе Томот, замечательном городе на берегу реки Алдан, на котором мы любим отдыхать, купаться, проводить свое свободное время. В школьные годы я закончила музыкальную школу по классу фортепиано, пела в хоре, но всегда мечтала выступать на сцене, выступать сольными песнями. И вот где-то примерно с 16 года эта мечта начала осуществляться. Я приняла участие в вокальном конкурсе «Голос Победы», победила, и меня стали приглашать на городские мероприятия. Из музыки я отдаю предпочтение роковым композициям, поэтому, видимо, сегодня я выбрала именно роковую песню группы «Ария», которая мне очень нравится. Свободное время еще я летом люблю проводить на даче, люблю ходить в лес за грибами, за ягодами. Так замечательно и прекрасно в нашем якутском лесу. Ну вот, а сегодня вместе со своей вокальной группой «Вдохновение» из города Томот я заявилась на конкурс «Вот это да!», вокальный конкурс. Участвую первый раз в таком масштабе, поэтому очень волнуюсь, но думаю, что справлюсь со своим волнением, выступлю достойно. Смотрите, слушайте, голосуйте. Всем привет! Спит земля, укрыты дымкой облаков поля и города. За бортом балластом прошлого вся жизнь и дом, объятый сном, в безмолвие уносит за собой пространство нереальности чужой. Сквозь туман, прочь от смятения спешим, спешим к другим мирам. Больше нет любви, что многих держит на земле. Надежды нет, есть точка невозврата из мечты. Лететь на свет таинственной звезды, плыть в серебре лунных морей. Солнце нам свет пошлет свой ветер, плыть по волнам
среди орбит другой судьбы. Может быть, нам не найти во тьме маршрут туда, где время спит. Есть точка невозврата из мечты, и мы с тобой смогли ее пройти, плыть в серебре лунных морей. Солнце нам вслед пошлет свой ветер, плыть по волнам в тот океан, что называется бессмертие. Как магнит к себе влечет звезда, свет везде, полна им темнота. Это знак разгаданных глубин в поисках изменчивой судьбы. Против нас восставшие миры, нас бросает в бездну новый взрыв. Вот и все, мы все теперь ничто, яркий миг слияния с мечтой. Плыть в серебре лунных морей. Солнце нам вслед пошлет свой ветер, плыть по волнам в тот океан, что называется бессмертие. Плыть в серебре солнце нам вслед пошлет свой ветер, плыть по волнам в тот океан, что называется бессмертие. Есть точка невозврата из мечты. Елена Рожина. Такой вокал, его слышно вот за кулисами, как вы, мне кажется, душу вкладывали в каждый звук, каждую мелодию. Но не могу не спросить, если перед вами встанет выбор, все-таки шить, учить или же петь, что вы выберете? 50/50, наверное. То есть я буду заниматься и тем, и этим. Два дела мои очень любимые дела. Все свободное время я посвящаю либо шитью, либо вокалу. То есть чередуем. Либо все, либо ничего. Но в нашем случае да. абсолютно все. Да, Спасибо. Да. Давайте послушаем мнение нашего уважаемого жюри. Кто начнет? Елена, видно, что опыт есть, посыл такой хороший. Рок просто очень сложная такая, да, вещь, ну, исполнять ее, да, и надо вот драйв такой. У меня, когда приносят ученики, да, хотим петь рок, то я всегда говорю, вы сможете его, ну, подать, да? Вот немножечко не хватило мне этого, да, вот этой подачи роковой. А так, ну, так. Ну, она как бы и песня такая, что, ну, но все равно видно было вот волнение, волнение, да, волнение, оно прямо вот видно, мешало. Всегда надо учитесь вот бороть в себе вот это. Ну, вот хочу сказать, у меня опыт по вокалу очень маленький. То есть это вот буквально год-полтора. Ну, тогда у вас ну, хорошая перспектива. Дерзайте. Спасибо. Спасибо. Стас Петрович, ваше мнение? Елена, я бы чуть-чуть поднял фонограмму на полтона, потому что есть потенциал, есть очень такой альтовый голос,
Ага, вот внизу хорошо берете. Ну, сложновато мне внизу, мне хочется... Чуть-чуть, да, выше поднять надо, потому Почему что... вот сейчас во втором припеве, там в конце, я немножечко не попала в тональность. После модуляции. Да, Ага. да. Ну, это понятно. Так, поэтому вот низкие ноты и позиционно неправильно берете. Поэтому как будто вы сложно доставать вот эту ноту. Хотя потенциал есть и доставать внизу. Вот, буквально полтона поднять, и по-другому эта музыка зазвучит. Вот, если вы начали вокалом заниматься 1,5 года назад только, скажем так, дальше, да, очень хорошо, вот правильно заметили мои коллеги. Вот, и хочется, чтобы вы продолжали петь, развиваться, в вокале развиваться, никогда не поздно. Вот еще, скажем так, через год, если мы приедем сюда, вот так же будем сидеть вместе и, надеюсь, вообще другую картину покажете нам. Спасибо. Будем Спасибо стараться. вам. Давайте договоримся. Юлия Александровна. Очень красивый голос, правда, очень красивый, чудесный. Мне, правда, тоже показалось, что вам просто было тяжело петь, потому что было немножко низко. А так, если бы это была ваша тональность, вы бы, наверное, в полную мощь, мы бы, наверное, тут вообще кричали: вот это да! Спасибо большое. Телевизионный проект «Вот это да» открывает новые таланты. Все, кто готов поддержать нашу конкурсантку, вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «код» и номером нашей очаровательной участницы, которую вы видите на своих экранах. Уф, ну что я могу сказать после выступления? Было драйвово, было волнительно. Ну, я думаю, что я справилась со своим волнением. Немножечко, конечно, были нюансы такие, что я чуть-чуть сложала. Но, тем не менее, для первого раза мне все очень понравилось. Я довольна и думаю, что по СМС-голосованию я наберу хоть какое-то количество голосов. Всем спасибо! У нашей следующей конкурсантки Елены Сыроветник совершенно прекрасная и удивительная история. Она родилась в городе Курске, но ее родители привезли в маленький уютный городок Томот, когда она была совсем маленькой. Дело в том, что папа Елены после получения образования по классу скрипка был направлен в Якутию по распределению. С тех пор вся семья живет здесь. Елена уже мама 3 детей. Естественно, сама окончила музыкальную школу, и вряд ли будет удивительным тот факт, что она безумно любит петь. И сегодня свой вокал она продемонстрирует нашим телезрителям. Привет всем! Меня зовут Сыроветник Елена. Мне 45 лет. Я с города Томота. Я участник проекта «Вот это да!». Я очень рада, что я попала на этот проект. Хочу выразить большие слова благодарности своей вокальной группе «Вдохновение», которые сподвигли все-таки меня принять участие в этом шикарнейшем проекте. Я надеюсь, что все-таки оценят мой голос, мой талант и за меня проголосуют. Немножко о себе. Я учитель музыки в школе номер 8 города Томот и еще являюсь руководителем вокальной студии «Маленькая звезда». Мы неоднократно принимали участие в различных региональных, районных, республиканских конкурсах, принимали участие, побеждали. Одной из ярких побед, я считаю, то, что мы заняли 1-е место в республиканском конкурсе «Фольклор детям». Еще я очень люблю готовить. Это прямо мое вот хобби. Прямо обожаю готовить, и все, кто приходит в гости к нам, они всегда оценивают по достоинству мои кулинарные способности. Еще мы очень любим с моей семьей отдыхать на природе. Муж у меня рыбак, поэтому мы очень часто бываем в очень интересных местах нашей Родины.
призналась, мила, ты писал романы и романсы про любовь. От Москвы до Риги и обратно в танце жизнь кружилась ураган. Ты любил интриги, обожал романсы, а не наш с тобой роман. Шампань найду, кофе в постель, чем не романс. И так каждый день Мерс на лету вдоль по шоссе, и я бегу от твоих идей. По серпантину шляпа слетает, а я надвину. Жить нужно было без декаданса. Я не любила твои романсы, шла на поклоны и реверансы, но не любила твои романсы. Отлично, не грустить, не ахать и улыбаться, выйдя в свет. Было бы неприлично мне публично плакать, не романтично, спору нет. Шампань найду, кофе в постель, чем не романс. И так каждый день Мерс на лету вдоль по шоссе, и я бегу от твоих идей. А я такая по серпантину, шляпа слетает, а я надвину. Жить нужно было без декаданса. Я не любила твои романсы, шла на поклоны и реверансы, но не любила твои романсы. А я такая по серпантину, шляпа слетает, а я надвину. Жить нужно было без декаданса. Я не любила твои романсы, шла на поклоны и реверансы, но не любила твои романсы. Елена Сыроветник только что выступила перед нашими телезрителями. Я знаю, что в вашей жизни была такая история, когда вы пытались оставить музыку и ушли работать, по собственному признанию, куда-то в сферу железной дороги. Но музыка вас Она не меня отпускает. не отпустила никак. Я И по думаю, истечении 13 лет я вернулась обратно. И вот уже 6 лет вы преподаете музыку. Я думаю, что вы не жалеете. Нет, мне очень нравится. Я прям отдыхаю. Знаю, что вы являетесь неоднократной участницей разных конкурсов, и у вас есть результаты, поэтому предполагаю, что сегодня вы не волновались. Ну нет, конечно, волновалась. Каждый выход на сцену — это новое событие. И поучаствовать в таком проекте, соответственно, волнение, мне кажется, еще больше даже, чем просто, когда выходишь. Волнение, может быть, пусть остается, но главное, теперь у вас еще больше опыта, а главное, телевизионного. Давайте мы послушаем мнение нашего жюри. Стас Петрович, вам слово. Вы поете, дочка поет, отец музыкант. Вот это да. Музыкальная семья. Это очень сильно чувствуется, на самом деле, когда вы поете, когда вы находитесь в образе, и как вы, скажем так, актерски это все преподносите. Ну вот по поводу актерского мастерства мне не хватило вот этого, то, что вы отключались. Вы где-то делаете красивые моменты, и в каких-то моментах вы отключаетесь и или о тексте думаете, или не знаю что. Но вот этого мне не хватило. Да, вот до конца надо работать.
А вот у вас что-то, да, внутри есть, харизма, пластика, вот это все присутствует. И, конечно, чуть-чуть больше амплитуды, вообще здорово было бы. Учту, спасибо. Да, песня такая хорошая, позитивная. Спасибо большое. Спасибо за мнение. Мы просим Жанну Анатольевну высказать. Вот это да, какую сложную песню взяла Елена. А вы давно ее поете? Вчера в первый раз разучила. Нет, нет. Я шучу. Я ее первый раз исполнила на дне урожая в августе месяце 23-го То есть года. недавно, да? Вообще, как песня на самом деле сложная. Я сама пою, ее пела. И знаю, что она не то что сложная, она неудобная. То есть, вот, ну, неудобная она. Поэтому, ну, конечно, зря вы ее взяли, скажем так, что это, ну, очень сложная для конкурса песня, да, если тем более вы как бы, ну, не профессионально, да, поете. Поэтому, и еще, знаете, что в ней не так? В этой песне не так, что у нее очень много проигрышей, где надо либо танцевать тут так, чтобы все летало, да, шоу такое устроить, да, либо ее вообще не брать. Все хорошо, учту, Да? спасибо. Либо потанцовку какую-нибудь, да, с собой брать. Поэтому учтите. А так, в принципе, ну, вы молодец. Спасибо. Нравится петь? Пойте. Всей семьей пойте. Всегда пойте. Спасибо. Спасибо. Юлия Александровна, что скажете вы? Леночка, вы яркая, такая колоритная. Ваша шляпа просто меня вот это, да, вот с ума свела. Здорово, песня мне понравилась. Конечно, волнение сыграло немножечко не в ту сторону, но в общем, вы молодец, умница. Спасибо огромное. вам. Я напомню, что за нашу конкурсантку, за Елену Прекрасную могут проголосовать телезрители телеканала «Якутия-24». Для этого вам необходимо отправить короткий на СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «код» и номером нашей участницы, которую вы видите на своих экранах. Ну, что я хочу сказать, я выступила на сцене. Конечно, до сих пор я волнуюсь еще, не отпустила волнение. Это шикарнейшее чувство. Я хочу, вот оно непередаваемо. Были другие выступления, были другие выходы на сцену, но сегодняшнее это впечатление, конечно, это на всю жизнь. Оно непередаваемое. Я абсолютно всем довольна. Я услышала критику, я знаю, куда идти, куда расти, что исправлять, и буду обязательно пользоваться этими советами. Жюри как раз-таки сказала, что продолжать заниматься вокалом, потому что они видят, что мне это нравится, мне это действительно нравится. Наша следующая участница – провизор Ангелина Дубовая. За ее хрупкими плечами музыкальное образование в школе. Ну а сегодня сама Ангелина говорит, что она о себе очень любит рассказывать, зато в любое время дня и ночи готова дать консультацию по любому медицинскому препарату. Давайте вместе послушаем, как же поет провизор. Всем привет! Меня зовут Ангелина, мне 36 лет, и я участник телепроекта «Вот это да!». Я очень люблю петь, пою с детства, веду активный образ жизни, люблю кататься на велосипеде, на снегоходе, очень люблю отдыхать летом со своей семьей на реке Амга. Закончила музыкальную школу по классу виолончель, участвовала с 2008 года на фестивале «Берег дружбы», как участник и помогала участвовать детям. Очень благодарна всем тем организаторам, кто все это создал, и спасибо огромное моей семье, моим родителям. Они всегда меня поддерживают. Ну, спасибо, что я здесь. Где-то там, за горизонтом, взойдет заря. Для кого-то в радость, а кому-то и зря. Где-то там, за горизонтом,
твое счастье, твоя семья. А я не верю чудесам, ты это все придумал сам. Мечтаю об одном, мне бы увидеть тебя тайком. О, моя любовь, непостижимая, неудержимая, моя, о, моя любовь, необъяснимая, невыносимая, моя. Где-то там, за горизонтом, плывет рассвет моей погасшей звезды, растаявший след. Где-то там, все там, за горизонтом, бывал закат. Он незваный, как я, он, как я, не в попад. Но я не верю чудесам, я это все разрушил сам. Мечтаю об одном, мне бы увидеть тебя тайком. О, моя любовь, непостижимая, неудержимая, моя, о, моя любовь, необъяснимая, невыносимая, моя. О, моя любовь, непостижимая, неудержимая, моя, о, моя любовь, необъяснимая, невыносимая, моя. Ангелина Дубовая. Ангелина, я думаю, знаете что? Идите поближе, пожалуйста, не убегайте от меня. Если бы, мне кажется, в вашей аптеке фоновая музыка, вот звучала ваш голос, люди, которые приходят за какими-то препаратами, наверное, забывали, зачем они приходят, и в полном здравии, счастливым, покидали бы вашу аптеку. Ну, наверное, да. Наверное, да. Наверное, да. Вы волновались? Очень. Какой Я очень боюсь сцены. ваш профессиональный совет, что нужно выпить для того, чтобы не волноваться на сцене перед выступлением? Что принять? Очень много всего. Например, вы что принимали? У вас руки такие холодные. Да, очень. Чего я только сегодня не принимала. Очень. Начала с новопосита. Начала с новопосита, да, но мне кажется, все вышло как-то так. Действует. И совсем не действует. Адреналин хлещет. Адреналин хлещет. Почувствовали ли это наши уважаемые члены жюри? Конечно. Кто возьмет первым слово? Я могу только сказать, вот это да, Ангелина Дробот снова на сцене. Я так рада тебя видеть, Ангелина. Дело в том, что Ангелина участвовала когда-то в детстве, участвовала на конкурсе «Премьер Вокал», который мы организовывали в Алдане. И у нее был такой же нежный, такой же проникновенный,
классный голос. И я тогда ее там вот увидела, и с этого момента мы больше никогда не виделись. Ну, вот в смысле, вот. И вот когда я увидела на сцене еще одну Ангелина, думаю, где-то я эту девочку видела, и потом, ну, как бы... Само собой, да. Здорово. Я очень рада, что ты продолжаешь петь. Спасибо. Это очень здорово, что ты продолжаешь петь. Еще и ребенок у тебя, да, дочка еще поет. Это, ну, это хорошо. Это замечательно. Я очень рада тебя видеть. Спасибо, я вас тоже. Желаю тебе удачи в Спасибо. конкурсе. Прекрасные вокальные традиции живут в семье Ангелины. Вот такой вот взгляд, добрый-добрый, немножко такой загадочный. Стас Петрович, ваше мнение, ваши эмоции дайте нам. Ну, первый вопрос вот такой будет. После того, как участвовали на конкурсе, после этого пели? Ну, конечно, я Постоянно поете? все время пою где-нибудь, как-нибудь. Как-нибудь поете, да? Вот я сидел, думал, действительно очень красиво поете, очень красивый тембр. Я наблюдал вообще, скажем так, от начала выступления и думал, вообще есть очень огромный потенциал. Можно слепить вообще все, что угодно. Вот думаю, были ли такие моменты, вообще, скажем, вы где-то занимаетесь, да? Или не занимаетесь? Ну, как таково не занимаемся, но у нас есть клуб при ДНТ. Вот природа есть, вот есть ли такие таланты, которые не себя показывают в публике? Вот одним из таких людей, мне кажется, являетесь вы. Спасибо. Вот это да. И, скажем так, ну, есть, конечно, технические моменты. Вот, очень много тванга, то есть поете носом, очень много верхние, да, ноты. Но, несмотря на это, вот, слушать приятный такой голос, это очень-очень здорово. Вот я хочу, чтобы вы не бросали это дело. Я тоже очень хочу. Берите уроки. Вот коллега рядом С сидит. В Якутске еще дальше. Дальше. Вот. Так что берите, в следующем году удивите. Надеюсь. Хорошо, спасибо большое. Такое музыкальное благословение от председателя нашего жюри Стаса Петровича. Юлия Александровна, улыбка не покидает вашего лица. Что же скажете? Ангелиночка, вот сейчас, слушая вас, да, я мысленно перенеслась на берег реки, костер, такой рассвет, гитара и чудесный ваш голос. Продолжайте заниматься, у вас так здорово получается. Просто, ну, слушаешь, и правда, ну, очень классно. Вот это да, провизоры и так поют. Огромное спасибо за сказанные слова. Я очень рада, что всем А где понравилось. ваша аптека находится? В городе Томот. Где еще? Едем выкупать все препараты, Да. чтобы закрылась Да, да. аптека. Нет, И девушку что нашу вы. отпустили в вокальное плавание. За девушку с чудесным ангельским голосом Ангелину Дубовую могут проголосовать все телезрители нашего телеканала. Для этого вам необходимо отправить СМС-сообщение на короткий номер 5533 со словом «ход» и номером нашей участницы, которую вы видите на своих экранах. А так все в порядке, очень волнуюсь. Не очень люблю говорить на камеру. Так все хорошо. Наша следующая конкурсантка – девушка со сказочным именем Мальвина по фамилии Аверина. Более 20 лет назад она начала петь в компании своих друзей по заветам родителей, бабушек, дедушек. Поэтому с тех пор ни одно застолье, ни один праздник среди друзей или родственников не проходит без музыкального сопровождения нашей следующей участницы. Давайте вместе ее поддержим. Здравствуйте, меня зовут Аверина Мальвина, мне 51 год. Я работаю бухгалтером уже много лет. Пением занялась, в принципе, сравнительно недавно, всего лет как 20. Очень люблю лето, потому что у нас очень красивая природа, и мы садимся на лодку, ездим по нашим красивым местам. Всем советуем посещать наш город Томот, река Алдан. И не нужны никакие Турции, поверьте мне, это очень красиво. Мы встречаемся на реке со многими туристами, которые спускаются
на байдарках, знакомимся. Это очень интересно. Еще люблю лето за то, что можно выращивать своими руками овощи, фрукты. Это большое подспорье для дома. Ну и все это время я как бы пою. Люблю петь для друзей, для родных. И на этот конкурс пришла с такой мыслью, что все-таки надо, наверное, за свою жизнь поучаствовать в таком конкурсе, показать себя, на что я способна, что я могу не только считать деньги, но еще и петь для вас, радовать вас своим голосом. Очень надеюсь на победу. Ни на миг, ни на век день упал, словно снег, что неслышно засыпает белыми цветами руки ленивых рек. Этот мир, этот дом помнит нас лишь вдвоем. Дом еще не понимает, он не знает, что тебя уже не будет в нем. Мой первый день без тебя, с голых небес брошенный свет. Мой первый день без тепла, твоих рук, твоих глаз, день, в котором нет нас больше нет. Ни на век, ни на миг, и не вздох, и не крик, только холодно и странно, только так внезапно в дом этот день проник. Ветер свет с неба стер и летит на простор, и лежит седою пеной пепел снега, где вчера еще горел костер. Мой первый день без тебя, с голых небес брошенный свет. Мой первый день без тепла, твоих рук, твоих глаз, день, в котором нет нас больше нет. Я в этот день поцелуев твоих не помню. Поток дождя и слез пыл и прочь унес память о тебе. Мне в этот день, ты поверь, без тебя не больно. Поверь, что не ищу, больше не ищу я тебя в толпе. Мой первый день без тебя, с голых небес брошенный свет. Мой первый день без тепла, твоих рук, твоих глаз, день, в котором нет нас больше нет. Мальвина Аверина. Мальвина, ну, раскройте секрет, почему Альвина? Из сказки? Да, из сказки. Моя бабушка, правда, тоже была Мальвина. Она, наверное, была тоже из сказки. Вот. У нас было в семье 2 сказочных Мальвины. То есть вас в честь бабушки назвали? Да, в честь бабушки. Скажите, пожалуйста, вы уже поете, как я уже вас представила,
лет 20, Ну, как где-то минимум, так, да? примерно, да. А профессиональные уроки берете? Нет, не беру. У меня нет музыкального образования, к сожалению. Ну, как бы не получилось у меня в своей жизни получить такое образование. Ну, в принципе, ну, вот. Так получилось, что вот начала как бы участвовать В разных мероприятиях. городских, Ну, да. Ну, как бы Хоть образование... сказали, вы- что вроде бы неплохо получается, но вот хотелось бы услышать мнение жюри. Мнение жюри мы Да. услышим, но я должна нашим членам жюри сказать, что ни один праздник без Мальвины не проходит, без ее участия. Давайте вместе поддержим и скажем что-то хорошее, надеюсь. Кто первый? Ну, давайте я. Мальвина. Красивое имя. Спасибо большое. Вот вы так очень хорошо спели, эмоционально. Даже существует вот глубина исполнения. Да, я вижу по глазам, что вы понимаете, о чем поете. Ну, конечно. Конечно. Вот. И ну, мне кажется, что вы передали, да, то, что вы должны сделать, ту картину, которую вы видите, какой образ вы видите, да. Конечно, вот есть волнение, я это чувствовал, но вот это вы очень хорошо спрятали именно с помощью эмоций. Вот. Спасибо. Вообще, скажем так, аплодисменты. Томот вообще очень красиво поете, очень поющие люди. Вообще, я сижу и вообще удивляюсь. Спасибо вам огромное. Я вот в качестве жюри в Томоте первый раз. Я когда-то был здесь, но не в качестве жюри. А вот я сильно удивлен. Красиво. Да, вот приглашают уже меня. Талантами полна земля русская. Да, действительно, это так. Спасибо вам огромное вот за такую песню. Мне было очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Хочу выразить согласие со Стасом Петровичем, потому что действительно очень сильный состав. И искренне, положа руку на сердце, я хочу сказать, что на месте кого-то из членов жюри я бы не хотела оказаться, потому что выбор действительно сложно сделать. Эмили, вы правы. Вот это да. Вообще я Вот удивлен. это да. Но вы держитесь, пожалуйста. Так, Жанна Анатольевна, готова сказать мнение? Ну, я поддержу нашего председателя жюри. Соглашусь с его мнением, конечно же. Вот, Мальвина, ну, уверенно, мощно, смело. Спасибо. Старалась. Спасибо. Коротко, четко и по делу сказано. Юлия Александровна? Ну, я тоже соглашусь, что уверенный такой конкурсант, смелый. Молодец, очень хорошо. Голос чудесный, шикарный. Спасибо большое, спасибо. Правда, продолжайте. Томоту очень повезло. Да? Вот это да. Может быть, это мне повезло. В большом городе, может быть, у меня бы не было такой возможности. А вот в Томоте, пожалуйста. Все равно. Да, и вы меня услышали. Мне очень приятно. Спасибо большое. За нашего прекрасного бухгалтера по имени Мальвина с таким прекрасным сильным голосом могут проголосовать все телезрители, которые смотрят сейчас этот эфир. Для этого вам необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5533 со словом «Код» и номером нашей участницы Мальвины, которую вы видите на своих экранах. Ой, столько эмоций, столько впечатлений. Я довольна своим выступлением, потому что я очень боялась, что я забуду слова, потому что это моя фифочка, как говорится. Вот. Но, слава богу, я ничего не забыла, голос не сорвала. Жюри во! Очень не хватает, конечно, зрителей. Так бы было вообще здорово. Очень эмоции просто переполняют. У меня нет слов, одни эмоции. Это так здорово. Люди, участвуйте в таких конкурсах. К своему логическому завершению подошел этап выступления наших конкурсантов в городе Томоте. Ну а сейчас, я думаю, самое время узнать мнение наших членов жюри, ну и главное, кто же победит по их решению. Что же думаете, дорогие друзья? Стас Петрович, наверное, вам первому слово. Спасибо городу Томоту. Вообще конкурсанты
видно, что подготовились. Конкурсанты такие хорошие, сильные, поющие. Несмотря на то, что и другими делами занимаются. Вот, я с большим удовольствием сегодня смотрел и слушал, и, скажем так, даже отдохнул. Вот. И спасибо им большое. Дальше передаю слово своим коллегам, потом я скажу, кто же победил. Хорошо, Жанна Анатольевна. Очень хорошо, что есть такие конкурсы, потому что людям нужно где-то реализовать свои, да, какие-то вот мечты, которые они, может, не реализовали там в детстве, не поступили куда-то в какие-то вокальные учебные заведения. И сейчас поют для себя, потому что вокал — это еще и здоровье, кстати. При ковиде вокалисты меньше всего болели, знаю по своим детям, вокалистам. Подтверждаю. Да, поэтому это здорово. Вот это да, что есть такой здорово, что это есть такой конкурс. Спасибо большое за ваше мнение. Авторитетная Юлия Александровна, ваши впечатления? У меня просто огромные впечатления, приятные очень, классные. Я получила максимальный заряд удовольствия. Томот, спасибо, поющий Томот, вот это да, классно, спасибо. И победителем становится, мы вместе решили, сегодня становится это дубовая Ангелина. Вот это да! Моя любовь непостижимая, неудержимая, моя, о, моя любовь необъяснимая, невыносимая, моя. Только что мы узнали имя победителя нашего телевизионного второго конкурса «Вот это да», по мнению профессионалов. Ну а второго победителя определяете вы, дорогие телезрители. Голосование уже идет, ну а завершится оно в пятницу, поэтому можете поддержать полюбившегося вам исполнителя. Для этого вам необходимо отправить на короткий номер 5533 сообщение со словом «код» и номером конкурсанта. Участник под номером 1 – Роман Сливкин. Участница под номером 2 – Татьяна Душенкова. Участница под номером 3 – Светлана Терехова. Участница под номером 4 – Виолетта Сыроветник. Участник под номером 5 – Игорь Тупицын. Участница под номером 6 – Елена Рожина. Участница под номером 7 – Елена Сыроветник. Участница под номером 9 – Мальвина Аверина. Кто же станет победителем от города Томота, наши телезрители узнают ровно через неделю. Оставайтесь вместе с нами на телеканале Якутия 24.